От налогов к основным экономическим показателям. С новостями этой сферы вас познакомит моя коллега Марьям Бата. Марьям, здравствуй, тебе слово. Лайла, приветствую. Да, ну что можно сказать определенно, так это то, что изменения в экономике в целом по стране продолжаются. Они заметны. Так, в октябре годовая инфляция снизилась в большинстве регионов, хотя по сравнению с сентябрем цены все же выросли почти везде. На стоимость продуктов, очевидно, повлиял сезон. Овощи и фрукты начали дорожать, поднялась цена на яйца, а вот сахар немного подешевел. Банк России сохраняет жесткую денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к уровню около 4%. Также важным событием стало решение Госдумы поэтапно повысить НДС с 20 до 22% с 2026 года. Льготная ставка в 10% сохранится для социально значимых товаров, продуктов питания, лекарств, детских товаров и книг. На этом фоне в регионах усиливается поддержка бизнеса. В Ингушетии на развитие малого и среднего предпринимательства в 2025 году направляют 8,5 миллионов рублей по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». В республике увеличивается число предпринимателей. Сегодня в Ингушетии зарегистрировано 7241 субъект МПС. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Активно увеличивается и число самозанятых. Их уже больше 27 тысяч. Прирост почти 42%. Только за третий квартал почти 900 предпринимателей обратились за содействием в Центр «Мой бизнес», и им была оказана помощь. Фонд поддержки предпринимательства выдал микрозаймы на 12,5 миллионов рублей и предоставил гарантии более чем на 100 миллионов, помогая компаниям развиваться и выходить на новый уровень. Пока у меня вот такие новости. Студия.